Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в разных регионах России, в Якутии, Севастополе, в Красноярском крае и Вологодской, Оренбургской областях мы открываем ряд новых медицинских объектов. Сейчас только что говорили об этом, эта тема тоже затрагивалась в ходе дискуссии на Всемирном конгрессе, Русском Всемирном конгрессе. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве этих учреждений, в их оснащении. Желаю успехов коллективам этих учреждений. Тем более, что все они будут работать на очень важном, значимом для нашего будущего направлении, оказывать медицинскую помощь детям и беременным женщинам. Вот как раз о семьях мы сейчас и говорили с участниками Конгресса. Такие современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники – это принципиально новые стандарты качества жизни. Это поддержка наших граждан, молодых родителей, российских семей. Часть нашей системной работы по решению задач демографического развития. Повторю, сбережение народа России – наш приоритет на поколение вперед. Напомню, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку мы определили как один из ключевых приоритетов национального проекта здравоохранения, а также региональных программ модернизации первичного звена отрасли. Всего за время их реализации с 2019 по 2024 год в эксплуатацию в целом по стране будет введено 46 новых объектов детского здравоохранения. В том числе такие крупные многопрофильные организации, как Оренбургская областная детская клиническая больница, которую мы открываем сегодня. Кроме того, будет построено или модернизировано порядка 750 медицинских учреждений, имеющих в своем составе детские отделения. А значит, в том числе будут расширены возможности по оказанию специализированной и высокотехнологичной помощи беременным женщинам и детям. Улучшатся условия лечения в стационаре, сократится время ожидания приема врача. Работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты. Так, за последние десятилетия, 10 лет, нам удалось почти в 2 раза снизить младенческую смертность. Кстати говоря, и детская смертность от 0 до 17 лет также сократилась более чем в 2 раза. Сейчас данный показатель по детской смертности, по младенческой находится на исторически минимальных значениях, да, и по детской в целом, я думаю, тоже на исторически минимальных значениях. С каждым годом в стране увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной помощи детям. Наращивается финансирование закупок лекарств для детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе за счет специально созданного в 2021 году фонда «Круг добра». Более детально о текущей ситуации в сфере оказания медицинской помощи детям прошу доложить Михаила Альбертовича Мурашко. Но в целом отмечу, что в последние годы мы ритмично наращиваем потенциал наших медицинских учреждений. Конечно, сделать нужно еще очень много, может быть, больше, чем мы сделали. Но тем не менее мы совершенствуем всю систему отечественного здравоохранения. И, безусловно, такая работа обязательно будет продолжена. Наши цели и приоритеты здесь хорошо известны. Сделать так, чтобы в каждом регионе нашей большой страны, в том числе в малых городах и поселках, на что нужно обратить особое внимание, граждане получали квалифицированную, своевременную медицинскую помощь. На решение этих задач и впредь будут сосредоточены усилия правительства и весомые финансовые ресурсы. Еще раз поздравляю всех с сегодняшним событием. Так, пожалуйста, Конова Сардана Владимировна, Якутия, это Итык Кюэль, такой, так понимаю, населенный пункт, поселок в Якутии. Сардана Владимировна, что сделали хорошего для жителей вашего населенного пункта, для этого села? Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович.
Сегодня для нашего коллектива и всего населения Татинского района очень радостный, исторически значимый и волнительный день. Сегодня мы открываем новую поликлинику, которая построена в рамках национального проекта здравоохранения. Наш район характеризуется высокими показателями рождаемости и естественного прироста. В районе проживает более 16 тысяч человек, из которых 4,5 – это дети. Вводимая сегодня поликлиника очень комфортна, удобна и обеспечит возможность оказания качественной медицинской помощи всем своим пациентам, особенно детям. Детская служба поликлиники оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить диагностику и лечение на самом высоком уровне. Важно и то, что в новом здании все организовано с учетом новых стандартов. Это и разделение потоков пациентов, это и условия комфортного пребывания, зона ожидания, это и учтены требования для маломобильных пациентов. Уважаемый Владимир Владимирович, мы с большой радостью встретили ваш указ о проведении в следующем году в России Года семьи. И наша новая поликлиника на 200 посещений в смену позволит нам внедрить лучшие практики охраны здоровья семей. Пользуясь случаем, разрешите выразить вам слова огромной благодарности за оказываемое внимание отрасли здравоохранения Якутии. В свою очередь, мы приложим все усилия для того, чтобы медицинская помощь в нашем районе была качественной и доступной каждому жителю. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за добрые слова. Вам всего самого доброго на новом рабочем месте. Арсений Сергеевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от имени всего многонационального народа Якутии выразить благодарность за поддержку, за заботу о нашей Якутии. Село Утыккёль, оно находится почти в 300 километрах от Якутска. И раньше районная поликлиника здесь располагалась в 3 деревянных, практически аварийных зданиях. И мечтой, конечно, жителей было строительство новой больницы. Она сегодня реализовалась. Здание прекрасное, 4000 квадратных метров, оснащено по самому последнему слову техники. Даже компьютерный томограф здесь есть. Раньше компьютерный томограф был редкостью даже в столичной нашей агломерации Якутской. А сейчас это уже появляется благодаря нацпроектам уже и в сельских наших поликлиниках. Люди счастливы. И самое главное, Владимир Владимирович, за последние годы у нас в Якутии строятся и крупнейшие медицинские центры, такие как кардиологический построен, перинатальный центр в 2018 году был построен. Сейчас достраивается онкологический центр, мы его до конца года уже достроим. Введено 65 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в далеких, удаленных селах. Закуплено 279 автомобилей для системы здравоохранения, в том числе 18 мобильных комплексов, которые как раз очень нужны для наших арктических территорий. И это все входит также в единый цифровой контур, благодаря которому якутяне сегодня уже массово могут получать телемедицинские консультации как из Якутска, так уже из самых ведущих наших научных медицинских центров, за что огромное спасибо нашему Министерству здравоохранения страны. Сегодня, Владимир Владимирович, мы хотим сказать, что эта вот поликлиника – это не единичный случай. Сейчас у нас благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения одновременно сейчас строится еще 14 крупных таких объектов на селе. И они будут все введены до 2026 года. Никогда в истории Якутии такого объема строительства объектов здравоохранения не было. И это, конечно же, дает свою отдачу. У нас, Владимир Владимирович, каждая 5-я семья многодетная, нас с каждым годом становится больше. В этом году нас, якутян, стало впервые 1 000 000.
Это большое наше достижение. И, конечно, год семьи, который вы объявили, мы полностью его поддерживаем. И уверен, что и демографические показатели Якутии, и в целом продолжительность жизни в Якутии тоже будут расти. Мы сейчас, кстати говоря, по этому году у нас средняя продолжительность жизни впервые в истории достигла 73,5 лет. Это тоже наше большое достижение. И, конечно, огромное спасибо вам, Владимир Владимирович, за вашу поддержку. Давно вы в Якутии не были, уже 10 лет. Приезжайте, Якутия поменялась благодаря вам и идет вперед. Спасибо большое. Якутия меняется благодаря тем, кто живет в Якутии, прежде всего, конечно. Ну и административным командам. Айсен, жители села, как правильно называть? Это Кюльти или это Кюльти? Село это Кёль, это Кёльце. Это Кёльце. Всем это Кёльцам самые наилучшие пожелания. Надеюсь, что они будут пользоваться новым объектом здравоохранения. Это пойдет на пользу и всем жителям. Но таких объектов у нас на селе в целом должно быть, конечно, гораздо больше. И в Якутии, и в других регионах Российской Федерации. Ну, будем работать, программа есть, надо ее выполнять. Всего доброго, Александр Сергеевич. Татьяна Алексеевна, есть что добавить? Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый вечер. Владимир Владимирович, я хочу, прежде чем отреагировать на то, что сказал Андрей Иванович, поблагодарить вас за то, что в 2019 году вы приняли очень сложное решение по финансированию программы модернизации первичного звена здравоохранения. Очевидно, что это крайне востребованный проект, поскольку первичное звено здравоохранения – это та часть здравоохранения, которая имеет наибольший контакт с населением, там, где выявляются заболевания, там, где профилактическая работа осуществляется. И когда мы с коллегами из регионов начинали этот проект, конечно, мы оценили те объемы, которые нам нужны для того, чтобы привести всю сеть первичного звена в порядок и все функционировало в соответствии с теми стандартами оказания медицинской помощи, к которым мы стремимся. Вот эта оценка, которую мы делали, она составляет 1 триллион 300 миллиардов рублей. Я напомню, что мы с вами выделили 550 миллиардов рублей, и вот эти 550 миллиардов рублей мы реализуем 2025 годом, когда завершится вот этот этап. И, конечно, мы со своей стороны, со стороны правительства, Министерства здравоохранения, абсолютно разделяем позицию регионов, что проект должен быть продолжен, поскольку он качественно влияет на показатели здравоохранения. Мы сегодня говорили о младенческой и детской смертности, но я хочу вам доложить, что в целом за 9 месяцев это официальные показатели Росстата, которые последние опубликованы, показатели смертности, несмотря на ковид, у нас снизились до 11,9. Это означает, что мы все-таки преодолели тот рубеж, который у нас был до ковида в благополучном 2019 году и вышли на устойчивую траекторию ее снижения. А это связано как раз и с первичным звеном здравоохранения, и с тем, как здравоохранение развивается в целом и какие возможности оно получает. Понятно, что когда мы вкладываем, хочется больше, потому что мы видим отдачу, мы видим результат, и это радует в первую очередь население нашей страны, потому что любой объект, даже самые маленькие фельдшерско-акушерские пункты или врачебная амбулатория, и их открытие для населения того населенного пункта, где это открывается, имеет очень важное значение. Теперь то, что касается предложения Андрея Ивановича относительно углубленной диспансеризации старших классов, насколько я понимаю, Андрея Ивановича беспокоит в данном случае репродуктивное здоровье населения, детского населения, поскольку он говорил это в привязке к году семьи и к той диспансеризации детского населения, которая сейчас ведется. Хочу вам доложить, что вместе с Министерством здравоохранения, вместе с нашими ведущими специалистами по акушерству и гинекологии мы сейчас завершаем пилотный проект по репродуктивному здоровью для того, чтобы нам очень четко
выделить те приоритеты, помимо того, что мы уже поддерживаем, на что должны быть нацелены наши усилия, чтобы изменить репродуктивные установки, улучшить репродуктивное здоровье и нашей молодежи, и нашего взрослого населения. Поэтому готовы будем, я сейчас скажу, когда, соответствующие предложения по этому поводу представить. Туда же относится и вакцинация против вируса папилломы человека. Хочу вас поблагодарить за то, что 2024 год вы объявили годом семьи. До 27 декабря в соответствии с вашим указом у нас должен быть подготовлен соответствующий план мероприятий. Но это не просто план мероприятий, это реальные действия, которые мы намерены осуществить по всем направлениям поддержки семьи. Абсолютный приоритет для нас, как говорили уважаемые коллеги, это традиционная российская семья, как минимум с 3 детьми. Во всяком случае, нам бы очень хотелось к этому стремиться, чтобы выполнить основную национальную цель, которую вы провозгласили до 30 года, это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. И наш план, который мы намерены реализовывать, он будет включать в себя в том числе и те мероприятия, которые приводят и к улучшению здоровья детского, молодого населения и здоровья семей, и также все направления, которые связаны и с образованием, и с социальным обеспечением, и с поддержкой семей как таковых. Так что мы очень надеемся, что то, что год семьи, 24-й год объявлен годом семьи, мы еще дальше продвинемся по пути улучшения здоровья и благополучия наших граждан. Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку и поблагодарить руководителей регионов, и которые сегодня на связи, и которых нет на связи, за ту работу, которую они осуществляют. Проект по модернизации первичного звена здравоохранения сложнейший, потому что он охватывает огромное количество объектов, огромное количество населенных пунктов, и это все делается несмотря ни на какие ограничения и несмотря ни на какие санкции. Все работает, и все задачи и цели, которые вы перед нами поставили, мы реализуем. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Я со своей стороны хочу еще раз поблагодарить всех, кто работал над созданием этих объектов. Хочу выразить надежду на то, что вся программа, которая задумана по модернизации первичного звена здравоохранения, будет продолжена, финансирование обеспечено, все будет вовремя сделано, отремонтировано, вновь построено, оборудовано должным образом, так как это сделано на тех объектах, которые мы принимаем сегодня. И что очень важно, чтобы работа была там организована должным образом, и кадры вовремя, и своевременно и качественно проходили необходимую подготовку, имея в виду и поступающее новое оборудование. Всех еще раз поздравляю. Спасибо большое. Всего хорошего.